24 февраля 2025 года, понедельник, новая рабочая неделя и вместе с ним годовщина. Годовщина тех самых событий, которые разделили жизнь, мир на до и после. Прошло уже 3 года, 3 года непрерывных переживаний, волнений и осознания того, что все это дело катится в тартарары вместе с тем, что мы наблюдаем. В общем, сложно, конечно же, какие-то делать, я не знаю, выводы далеко идущие, хотя мы эти выводы с вами, в общем-то, каждый день так или иначе делаем. В Башкортостане, судя по подсчетам редакции «Аспектов», погибло уже около 4500 мужчин. Ну, конечно, они погибли не на территории республики, а в известных местах. Мы с вами задаемся вопросом, а для чего они гибнут, ради чего, ради какой цели, ради каких смыслов. Но и это не является исчерпывающим описанием всего того ужаса, в который превратилась наша с вами жизнь после 24 февраля 2022 года. Давайте немножечко погрузимся в контекст, посмотрим небольшой видеофрагмент того, как ваш покорный слуга узнал о том, что началось именно в момент, когда пришел в студию «Эхо Москвы» в Уфе и планировал начать очередной эфир, что, собственно, и сделал. Эфир начался, он был проведен согласно заранее подготовленному плану, но видно из этого ролика, что буквально за несколько секунд до начала нашего эфира, 8 часов 8 минут примерно по уфимскому времени, вот эти новости я начал наблюдать у себя в телефоне, поскольку еще минут за 15 до того, пока я ехал на работу, этих новостей еще не было. Давайте посмотрим, а я жду ваших комментариев, как обычно, в чате YouTube-трансляции. Я думаю, что сегодня каждому из вас так или иначе есть что вспомнить, чем поделиться и, соответственно, может быть, какие-то соображения на этот счет написать. Трансляция сегодня только в YouTube. Ну, в общем-то, в этом смысле более традиционный, что ли, у нас эфир. А те, кто будут смотреть потом в записи в Телеграме, в ТикТоке, так или иначе, вас также я горячо приветствую и жду ваших комментариев. Ну, а сейчас ролик. Станции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, дорогие друзья! На «Эхе Москвы» в Уфе стартует очередной уфимский разворот. И сегодня вас приветствует Платон Валитов и Руслан Валиев. Здравствуйте. Никита Полянин помогает нам за звукорежиссерским пультом. 8 часов 10 минут уже в башкирской столице и в нашей республике. Хотел сказать, что у нас прямая трансляция идет в YouTube. Да, она действительно идет. Такая же в Одноклассниках. Номер для связи с вами с помощью WhatsApp, Telegram и SMS-сообщений у нас также работает. +7 927 304 10 51. И вот буквально в эти минуты поступают новости в большинстве телеграм-каналов, которые, казалось бы, мы обсуждать не должны. Вроде как, да, у нас тут своя история, своя республика, но поскольку на радио еще не звучит, Владимир Путин, объявил о начале военной операции в Донбассе. Он призвал, украинских военных сложить оружие. Заявил, что будет Россия стремиться к демилитаризации Украины. Вот здесь вот целый ряд цитат в телеграм-канале «Минута в минуту» «Эхо Москвы», прямо вот в эти минуты поступают. Поэтому, что могу сказать? Началось то, о чем говорили все это время. Отлично. Вовремя собрался из вуза уходить, и, по всей видимости, еще придется не отчисляться. Ага, да, это твоя история. Ладно, как-нибудь, может быть, ее обсудим. Ой, что ж, так или иначе, у нас есть свой план, мы по нему пойдем, у нас есть пресса, тем более, что вчера мы не работали ввиду выходного дня, и есть о чем поговорить, фрагмента у нас не будет сегодня. Вот так вот начинался день 24 февраля 2022 года. В голове каша, в голове шок и
полное непонимание того, что делать, как с этим жить и что будет дальше. Но дальше что было? Примерно через неделю радиостанция «Эхо Москвы» в целом была сначала отключена от радиоэфира, а 4 марта она уже была полностью ликвидирована, и мы прекратили вещание, в том числе и в YouTube, хотя в YouTube несколько дней работали с 1 по 4 марта, не вещая по радиоволнам. За вот эти вот неполные 2 недели на «Эхе Москвы» звучали, разумеется, по традиции правдивые сведения, разносторонние, разнонаправленные сведения, но звучали из первых уст. И, кстати говоря, если кому интересно вообще погрузиться, что-то вспомнить, опять же, дополнительно проанализировать, проект «Минута в минуту», о котором мы с вами постоянно у нас в эфирах вспоминаем, он также посвящает событиям 24 февраля, вот последнюю свою ретроспективу. Тут были и по поводу, я не знаю, там 19 августа, да, вот недавно мы читали этот проект в связи с очередной годовщиной расстрела румынского диктатора Николая Чаушеску, это было в конце декабря. И вот сейчас, разумеется, очень актуальная информация о том, как, в какой час, в какую минуту, что именно происходило в тот самый черный день. Можно задаться философскими вопросами на тему того, предполагали ли идеологи всей этой истории, что она настолько затянется, что вот уже 3 года пройдут и 4-й начнется, а все еще эта история будет продолжаться. Причем линии соприкосновения будут проходить совсем не там, где они проходили даже в тот самый первый день. Вот. Да, сейчас замаячила надежда на то, что наступит мир, но вопрос, какой ценой и насколько он будет устойчив, он является вовсе не праздным. И этот вопрос находится во главе угла, скажем так, на повестке. Давайте почитаем новости телеграм-канала «Эхо Новости», которые пришли к этому часу. Ну, к теме сегодняшнего дня, так или иначе, мы будем возвращаться регулярно. Тем более, что у нас есть соответствующие новости. Ну, а пока новости со всего мира. Украинские дроны, по сообщениям телеграм-каналов, снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Это косвенно подтвердил губернатор региона Малков, сообщивший о возгорании на территории неназванного предприятия. Это уже 3-й налет беспилотников на нефтеперерабатывающий завод с начала года. Всего, по данным Министерства обороны, за ночь российские ПВО сбили 22 беспилотника над 4 регионами. Победителем парламентских выборов в Германии стал консервативный блок ХДС-ХСС, набравший 28,5% голосов. На 2-м месте оказалась альтернатива для Германии с 20,7%. Это лучший результат за всю историю существования ультраправой партии. Социал-демократическая партия получила 16,5%, зеленые 11,7%, левые 8,7%. Президент Украины отказался подписывать соглашение о передаче США полезных ископаемых. По словам Владимира Зеленского, Украина получила помощи на $100 миллиардов, но речь шла о гранте, а не о долге. Также он добавил, что по сделке, которую сейчас навязывает Киеву Вашингтон, будут расплачиваться 10 поколений украинцев. Австралия и Новая Зеландия объявили о введении новых санкций против России в 3-ю годовщину начала вторжения в Украину. Австралийский санкционный список пополнили 70 физических и 79 юридических лиц, в том числе связанных с оккупационными властями России. Новая Зеландия ввела ограничения против 52 людей и компаний. Главу РФПИ Кирилла Дмитриева назначили спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ Путина появился на портале публикации правовых актов. О новой должности Дмитриева стало известно спустя менее недели после того, как он принял участие в переговорах в Эр-Рияде. Корпорация Apple закрыла для российских разработчиков доступ к платформе создания корпоративных приложений.
Как пишет РБК, это произошло еще 12 февраля. Программа АДЕП, прошу прощения, позволяла разрабатывать приложения без публикации в App Store. Собеседники издания констатируют, что бизнес пока не нашел прямой альтернативы этому инструменту. ФБР, Госдеп и Пентагон отказались подчиняться приказу Илона Маска о предоставлении отчета о работе за последнюю неделю. Как пишет Нью-Йорк Таймс, ведомства заявили, что сами проверят работу подчиненных или что опасаются раскрыть секретные данные. Основатель Тесла возглавляет Департамент эффективности государственного управления США. Это были новости телеграм-канала «Новости Эхо Новости» к этому часу. И помимо прочего, мы здесь, конечно же, увидели традиционные, ставшие привычными новости о том, какие беспилотники и куда прилетают. Но помимо этого, мы здесь также увидели итоги выборов, которые прошли вчера в Германии. Выборы прошли чуть, ну, знаете ли, немножечко досрочно, скажем так. Если бы они прошли в срок, то состоялись бы в сентябре. Вот. Но правительство, как мы знаем, значит, не смогло доработать, произошел раскол еще в конце прошлого года, и вот выборы состоялись чуть раньше. И следили за ними, надо сказать, более-менее внимательно. Я лично следил, как все это происходило. И даже традиционно высокая для Германии явка на выборах на этот раз была превышена. Вот по тем данным, что лично я видел, 84% избирателей пришли на участки либо очно, скажем так, физически, либо изъявили волю дистанционно с помощью почты. И вот результаты в этом смысле, я думаю, что максимально отражают действительность, скажем так. А действительность такова, какая есть. Тут непредсказуемых каких-то вещей не произошло. Скажем так, партия с большой историей и многие годы в предыдущие десятилетия возглавлявшая правительство страны победила и в этот раз, но набрала меньше, чем могла бы, я имею в виду христианских демократов во главе с, видимо, будущим канцлером Фридрихом Мерцем. Ну а правые популисты из АДГ ожидаемо заняли второе место. При этом ожидать, что они попадут в правительство, вроде как не стоит, с ними договариваться и кооперироваться другие победители выборной гонки не будут, но так или иначе голоса соответствующие будут слышны, скажем так, и будут слышны громче, чем это было в предыдущие годы, поскольку количество депутатов от этой партии почти в 2 раза увеличивается по сравнению с предыдущей каденцией, так скажем. Вот, опять же, хорошо это или плохо, это естественно, да, мы здесь не будем делать выводы о том, что теперь пиши, все пропало, ай-яй-яй, там, значит, разбегаемся, уходим и так далее. Нет, это демократический процесс, и нужно быть готовыми к тому, что в ходе такого рода реальных волеизъявлений могут происходить самые разные события. И эти события реагируют на ту картину, которая складывается перед глазами людей. А перед глазами за последние годы складывается не самая благоприятная картина с точки зрения, например, экономики. И это касается не только миграционного кризиса. Обращу внимание на ваши комментарии. Вы, вижу, пишете о том, что у нас сегодня 24 февраля мы с вами вспоминаем. Как же без этого, да? У всех нормальных людей такая реакция непонимания была. Помню свой день, ужасный день, пишет Азат. Я месяц следила за событиями на границе с Украиной и путинской риторикой, поэтому неожиданностью это не было. Плакала, конечно. Да, кстати, неожиданностью полной это не было. Но как-то у нас же была надежда с вами, что это всего лишь блеф, это бряцание оружием, мускулами, но до реального кровопролития не дойдет. Но как-то вот хотелось же в это верить. Хотя, конечно, разведданные западных разведок, в частности, говорили, что нет, все это случится на самом деле. Но даже тогда, я помню, было желание сказать самому себе, что Байден, глава Соединенных Штатов Америки, немножко не в себе. Именно он, я напомню, говорил во всеуслышание вслух о том, что нападение состоится. Было такое, да.
это вот естественный процесс, да, самозащиты эмоциональной, когда не хочется воспринимать информацию, которая, ну, мягко говоря, не просто негативна, она, мягко говоря, еще и ну, практически невозможна. «Я хорошо помню этот день. Плакала», — пишет Римма. «Говорила знакомым, соседям, что началась война. Многие даже не заморачивались. Не у нас же», — говорили в ответ. «Я стала бояться вот этих равнодушных людей», — продолжает Римма. В общем, очень похожи в этом смысле у нас с вами чувства. И давайте, как говорится, ну, зная это, понимая это, продолжать держаться вместе, потому что все-таки, как говорит наш замечательный автор и коллега с телеграм-канала «Продолжение следует», с YouTube-канала, конечно же, Павел Коныгин, «Вместе мы не одиноки», говорит он каждый раз в своем ролике. Если не смотрите «Продолжение следует», рекомендую. Кстати, Коныгин уроженец Башкортостана, он родился и вырос в Нефтекамске. Я на всякий случай сообщу, если вдруг кто-то не знает. Вот. А мы давайте все-таки пойдем к новостям, посмотрим, что у нас накопилось к этому часу за минувшие выходные. Уфимцы продолжают жаловаться на плохую уборку снега на улицах Уфы, а также жалуются они на активное использование реагентов и, соответственно, говорят, что это все неправильно и плохо. Самый популярный комментарий – сарказм о том, что уфимцы ничего не понимают. Также, значит, они пишут следующее. Убирают асфальт, кладут плитку, пилят деревья, сажают новые, сыпят химию вместо уборки улиц, выгнали частных перевозчиков, стало меньше автобусов. Точечная застройка убила архитектуру. Набережная – это бетонные джунгли. Ну и далее по списку. Но народ не понимает, что это все ему во благо, написал с юмором пользователь. Другой припоминает легенду о том, что римляне, завоевав Карфаген, засыпали его солью, чтобы там ничего не росло. Надо отметить, что это противоречивое сведение, о котором не осталось свидетельств современников. Но читатель портала Уфа-1 параллели все-таки провел. Пригодность города для проживания стремится к нулю, как для людей, так и для птичек. ФСБ, задайте вопросы авторам идеи засыпать солью наш город. На кого они работают, жалуются уфимцы. Если химия, то тогда и антикоррозийные добавки нужны, иначе весь автопарк сгниет. Воробьев извели, обувь испортили, машины сгноили. А что попадает в реку по весне, почему-то никому не известно, добавляют авторы комментариев. Опять-таки, давайте удивляться не будем. Так было всегда, ну, относительно всегда, более или менее на всей как бы протяжении жизни, по крайней мере, у меня в воспоминаниях плюс-минус одно и то же. Вообще, тема бесконечная, но не так важна она, наверное, да, на сегодняшний день, как, может быть, кому-то кажется. Просто напоминаем, что жизнь в этом смысле, пока вот мы с вами тут горючие слезы льем, у обычных людей она идет в обычном ключе. И даже вот такие сообщения о том, что отправляется очередной гуманитарный конвой, они уже не воспринимаются как нечто неожиданное. Кстати, если верить Башинформу, за прошедшие 3 года всего из республики официально отправлено 144 гуманитарных колонны. Ну, собственно, вот 144-ю отправили, получается, накануне. Гуманитарный груз сопроводил депутат Госсобрания Башкортостана, руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Насреддинов. Вот такая вот высокопоставленная колонна отправилась. Уехали, значит, в составе этой колонны туда бронетехника, автомобили, мотоциклы, квадроциклы, гусеничный тягач, дроны, мобильные бани, маскировочные сети, бензопилы, генераторы, запчасти, окопные свечи, печи-буржуйки, газовые баллоны, строительные инструменты, средства личной гигиены, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников. Особое место заняли письма и рисунки от детей, которые традиционно сопровождают гуманитарные грузы и передают бойцам слова поддержки и веры в победу. Ну, это я цитирую Башинформ опять-таки.
Не было бы это так грустно, если бы я не знал лично, да, многих тех, кто участвует в формировании вот этого вида деятельности, так это назовем, да. Причем некоторые из этих людей в теперь уже довольно давнем прошлом, ну, давайте так, все-таки недавнем прошлом, 3 года это не так много, это были люди, которые были очень серьезно критически настроены к происходящему, поддерживали альтернативные, скажем так, политические течения, поддерживали не на словах, а на деле. Вот. Но внутренняя личная злоба и ненависть заставила этих людей буквально в одночасье переобуться и начать поддерживать режим, против которого они еще вчера боролись. Потому что интерес в отдельном случае совпал, представляете, да? А интерес заключается в ненависти к соседнему народу. Вот реально, именно в ненависти, в личной неприязни. Я, конечно, сейчас не обобщаю, я говорю про конкретные примеры, которые лично мне известны. Но просто вот отследить то, как происходит грехопадение, если хотите, можно вот на этом примере. Хотя, наверное, обобщать нельзя. Историй много. Как мы знаем, все-таки 2 основные категории в этом смысле людей пошли на то, чтобы оправдать это все. И не только оправдать, но и поддержать. Мы об этом с вами не раз говорили. Это, значит, любители власти в любом ее проявлении. Граждане, которых можно объединить под общим лозунгом «Ваше высокопревосходительство». Это одна категория. Ну, а вторая – это просто граждане с недостаточным интеллектом. Назовем это так, к большому сожалению. Да, это упрощение в некотором роде, и не все упрощения справедливы, и нужно быть в этом смысле осторожными. Но, опять же, если хоть в каком-то приближении давать характеристики, то, наверное, все-таки я здесь не сильно ошибаюсь. Вот. Ну и напоминаю, что это оценочное суждение, совершенно субъективное. Еще одна наша зрительница пишет свою историю. С началом войны я сузила круг общения, зная их любовь к Путину. В сторисах часто писала, что РФ и есть агрессор. Встретилась с непониманием и осуждением. Многие отписались. Странно, что еще не настучали на меня. Ну что ж, я могу сказать. Шлю лучшей поддержки вам за то, что вы, несмотря на все риски, не боялись, скажем, да, вот эти вот публикации делать. А то, что отписались, ну так флаг в руки, как говорится. Это тот случай, когда, к сожалению, невозможно идти на компромиссы и терпеть людей в своем кругу, когда есть вот столь коренные, скажем так, и глубокие противоречия. Ну а мы дальше идем к серьезным, скажем так, новостям. Активистка башкирского национального движения Айгуль Гемранова-Леон, о которой мы с вами, кстати, вспоминали на днях, и вы предлагали пригласить ее на интервью. Я, кстати, связался, и процесс пошел. Вот. Но пока новость не об этом. Новость о том, что она рассказала об обыске у ее 88-летней матери. Значит, 20 февраля сотрудники ФСБ провели обыск в доме, собственно, матери Айгули Леон, 88-летней женщины. По словам самой Леон, на момент приезда сотрудников ФСБ в доме вместе с матерью находилась сестра активистки. Силовики, рассказала сестра, рылись в шкафах с одеждой и одеялами. Также они забрали старую фотографию Айгуль Леон со времен ее работы на государственном телеканале БСТ. Оказывается, и такой пункт биографии есть. По словам активистки, силовики показывали ее сестре видео с Леон, пытаясь удостовериться, что это действительно она. Кроме того, сотрудники ФСБ спрашивали, почему она защищает украинцев. Вот так вот. Причем здесь родственники, задаемся мы с вами вопросом совершенно риторическим. Причем здесь сестра, причем здесь мать? Задавайте вопросы, если можете, человеку, который эти самые взгляды исповедует. Родственники в этом смысле действительно могут не знать, а почему же их там сестра или дочь защищает украинцев или еще там кого бы то ни было.
Далее цитата. «Мы действительно снова возвращаемся к концу 1930-х годов, так как родных на следующей неделе вызвали в Уфу, в ФСБ. Вспомните, как в советское время люди, у которых были родственники за границей, находились под каким-то караулом. Вот в те времена возвращаемся похоже», рассказала на эту тему Айгуль Леон. В рамках какого именно уголовного дела проходил обыск, не сообщается. В начале марта 2023 года, это как бы вот версия, да, почему это все могло произойти, башкирские политэмигранты создали организацию под названием «Комитет башкирского национального движения за рубежом», который занялся тем, что прежде всего озвучил свою антивоенную позицию в частности. Руководителем этого комитета стал Руслан Габасов, наиболее известный из политических эмигрантов из Башкортостана. Разумеется, тоже признан иностранным агентом. Значит, в январе 2025 года, то есть совсем недавно, ФСБ опубликовали список из 172 структурных подразделений признанного террористическим форума свободных государств под пост России. Среди вот этих 172 подразделений, так называемых, оказался также Комитет башкирского национального движения за рубежом. То есть можно предположить, что вот эти следственные действия связаны с тем, что Айгуль Леон как бы позиционирует себя как человек не посторонний для Комитета башкирского нацдвижения за рубежом, а этот комитет, в свою очередь, был включен в список террористических организаций. Как бы хотя бы здесь какая-то причинно-следственная связь наблюдается, и логика в этом есть. Хотя, конечно, это все возмутительно, и нет никакого практического смысла. Хотя, как сказать, видимо, с точки зрения запугивания он имеется. К большому сожалению, ничего с этим поделать нельзя. Вот еще одна наша зрительница пишет. «Моя 78-летняя мать и моя младшая сестра оказались человеками, а вот старшие сестры и все остальные знакомые нет. Ни с кем не общаюсь практически, многих заблокировала». Вот сколько таких вот буквально семейных трагедий, к сожалению, мы вынуждены наблюдать буквально на расстоянии вытянутой руки от себя. И это то, зачем далеко ходить не надо. Вот кто-то скажет... Те, особенно кто любит самоустраниться и говорить, что это все не у нас, стреляют далеко, а мы тут в безопасности сидим. Формально, да, стреляют действительно далеко, хотя это, конечно, не оправдание. Как раз-таки о тех, в кого стреляют, нужно переживать в первую очередь. Но и здесь, буквально под боком у каждого из нас, есть собственные личные трагедии, потому что действительно из жизни уходят, из нашей с вами жизни люди, формально не умирая, уходят из этой самой жизни, потому что разговаривать больше не о чем, взаимодействовать больше нет никакой возможности. Ну а мы дальше двигаемся. Издания «Пруфы» продолжают рассуждать на тему того, возможно ли масштабная амнистия, с помощью которой на свободе окажутся фигуранты баймакского дела. То, о чем мы с вами уже говорили. Пока вопрос открыт, надежда остается. К слову говоря, в конце минувшей недели очередной видеоролик обращения появился. Его записали родные и близкие фигуранта Баймака Айтугана Китикова, и они обратились лично к Владимиру Путину с просьбой, чтобы тот выступил с ходатайством, даже ни много ни мало, и обратился к депутатам Госдумы с тем, чтобы те приняли решение об амнистии. Понятно, что это все выглядит и наивно, и даже местами смешно. То есть вообще, чтобы Путин обращался к депутатам с чем-то, да? Мы прекрасно знаем решения, где у нас принимаются. Но знаете, формально решение об амнистии действительно прерогатива депутатов. И никакой президент якобы им приказать ничего не может. Но это как бы на бумаге у нас так все написано. Фактически, разумеется, решение принимает он, и депутаты
проголосуют в любой момент времени за совершенно любую бумагу, которую им спустят сверху, даже если на этой бумаге будет написано, что значит, небо переворачивается с землей. Наши депутаты и глазом не моргнут, проголосуют, если им об этом скажут. И в этом смысле родственников можно понять, безусловно, да, то есть они обращаются действительно в данном случае к тому человеку, который может что-то изменить. Но нужно ли ему это, дойдет ли до него эта информация, это вопрос, конечно, сложный. Я в этом смысле оптимизма особо не питаю, но целиком и полностью, конечно, поддерживаю родственников, потому что действительно они пытаются ухватиться за любую соломинку и добиться для своих мужей, отцов, родственников свободы. Тем более, что они уже более чем достаточно провели за решеткой. Хотя, опять же, цинично так говорить, да, тем более, что мы прекрасно понимаем, что оказались все баймакцы без вины виноватыми, жертвами провокации они оказались и не должны были находиться за решеткой ни дня. Но если уж кто-то скажет, что в качестве профилактики нужно было бы все-таки им отбыть какое-то наказание, так отбыли уже. Больше года находятся подавляющее большинство из них в камерах. Поэтому действительно, с точки зрения милосердия определенного, сейчас может быть самый подходящий момент все-таки вспомнить о них и объявить амнистию. Что пруфы на эту тему пишут? Пруфы-то как раз пишут, что амнистия – это вполне себе работающий инструмент, но в последнее время она объявлялась редко. Вообще за современную историю России объявление амнистии было 18 раз. Вроде бы много. Но наиболее активно мера применялась в 90-е годы, а также в начале 2000-х. В 2010-х заключенных помиловали всего дважды, в 2013 и 2015 годах. В первом случае амнистия была приурочена к 20-летию Конституции. В частности, в рамках этой амнистии были помилованы 14 фигурантов болотного дела. Это в декабре 2013 года примерно, даже не примерно, а тогда же он помиловал своего на тот момент врага номер один Михаила Ходорковского. Что касается 2015 года, то тогда амнистия была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. А последняя на сегодняшний день амнистия была проведена в 2024 году. Тогда Путин помиловал 52 женщины в честь праздника 8 марта. На данный момент, что мы видим? В начале февраля 2025 года общественный деятель Боранбай Аскаров, кстати, мы его тоже ждем в эфире в ближайшем будущем, обратился к председателю Госдумы Володину с просьбой объявить амнистию задержанным баймакцам. Но здесь он как бы формально правильно поступил, потому что действительно Володин, как председатель Госдумы, скажем так, отвечает за это дело. Также в феврале к Володину обратились жены и родственников фигурантов баймакского дела. Целый ряд из них записали ролик. И вот депутат Госдумы, формально представляющий Башкортостан, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, рассказал пруфам, что он на эту тему думает. Актуальность постановления об амнистии обусловлена историческими традициями нашего государства. Важные празднования, посвященные определенным датам, устраиваются действия амнистированного характера для укрепления авторитета государственной власти, рассказал он. Вот, кстати, когда мы говорим про амнистию, мы должны это помнить. Да, мы хотим, конечно, свободы, чтобы мужья вернулись к своим женам и детям, но мы должны понимать, какой будет от этого эффект. А наши сограждане, многие действительно вновь переметнутся в своих мыслях на сторону режима. Они скажут: смотрите, зря мы ругали, мы верили, что режим на самом деле даже не режим, а власть, а царь-батюшка добрый. И мы убедились в том, что это так, скажут многие наши сограждане, увидев, что людей помиловали. И власть и режим, в общем-то, должны понимать, как это работает. И это действительно им выгодно. То есть им выгодно сейчас пойти на амнистию и, скажем так, срубить политические баллы.
В общем, сложная такая морально-этическая дилемма, да, для того, чтобы сказать, а что же является правильным в данной ситуации. Ну, если все-таки встать на сторону родственников, то единственно правильным решением все-таки остается, конечно же, пожелание свободы, как ни крути, даже при всех нюансах и недостатках, скажем так. Поэтому должны делать все и способствовать тому, чтобы это все-таки произошло. Вы тут про даты спрашиваете. Даты пока не назначены. Как только назначим, сразу же в анонсах все появится. Тем временем, такая вот новость, но, к сожалению, она никак не относится к баймакской трагедии. Хотя, на первый взгляд, хотелось бы, чтобы такая новость прозвучала. Смотрите, полицейский в Уфе обвиняется в причинении смертельной травмы задержанному. Ну, то есть, по сути, какого-то полицейского все-таки поймали и обвиняют его в том, что он излишне жестко обошелся с задержанным. Но речь не про Рифата Даутова, как многие, наверное, хотели бы подумать. Как мы знаем, в деле погибшего Рифата Даутова нет никакого развития, нет никаких данных о том, чтобы искали или находили виновных в его гибели в процессе задержания. Полная тишина. Этот случай, судя по всему, решили все-таки замять, как изначально и предположили родственники погибшего. В данном же случае совсем другая история, скорее всего, не имеющая политической окраски, поэтому дошедшая, скажем так, до логического продолжения. В чем тут дело? В декабре 2024 года, то есть совсем недавно, полицейский Аркадий Залилов во время задержания ударил кулаком в живот 25-летнего подозреваемого в хранении наркотиков. Позже потерпевший скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за травмы живота. Это как надо было ударить живот, да? Обвиняемый и его защитник просили суд о более мягкой мере пресечения, то есть просили суд, чтобы полицейского под стражу не отправляли. Однако суд согласился, что бывший полицейский может скрыться, уничтожить вещественные доказательства или повлиять на ход расследования иным способом, поэтому его отправили в СИЗО. Ну, опять-таки, да, хочется, чтобы справедливость конкретно в этом случае восторжествовала. Какие еще у нас новости остаются? Лжеквитанции по услугам ЖКХ рассылают уфимцам, сообщает портал Медиакорсеть. Значит, в поддельных квитанциях мошенники в качестве контактов указывают лишь номер телефона, по которому получателю необходимо позвонить, чтобы согласовать время поверки приборов. Оказывается, речь про поверки счетчиков. После того, как клюнувший на удочку аферистов свяжется по этому номеру, его, вероятно, начнут принуждать воспользоваться QR-кодом, указанным на подложном документе. Он может быть указан под предлогом получения скидки или облегчения оплаты коммунальных услуг. При оплате по QR-коду деньги поступают напрямую злоумышленникам. Кроме того, такие QR-коды могут вести на фишинговые сайты, предлагающие скачать вредоносные приложения, которые представляют мошенникам доступ к личным данным и банковским счетам жертв мошенничества. Чтобы защититься, важно внимательно проверять реквизиты перед оплатой и не спешить с переводом средств. Ну, вообще логичные, да, решения предлагаются. Если квитанция вызывает подозрения из-за неточностей или неаккуратного оформления, лучше воспользоваться альтернативными способами оплаты, например, через официальный сайт управляющей компании или личный кабинет в ГИС ЖКХ. Вот и такой есть, оказывается. Это пишут журналисты Медиакорсети. Вообще про мошенников мы с вами слышим регулярно, поэтому на всякий случай такие новости берем и напоминаем, чтобы вы были осторожными. Стобавовна сообщает о том, что вышло очередное интервью с пленным, видимо, да, на канале у Руслана Габасова, с башкортом Кыпсаком.
Мой одурманенный и неграмотный народ. Это жесть. Вы пишете, и опять же, по-моему, исчерпывающе вы в этом смысле информацию доносите. Тут, опять же, не отнять, не прибавить. Тем временем уфимские власти, республиканские власти, как говорят, не дремлют, продолжают тратить деньги и демонстрировать желание благоустроить все вокруг. И вот на эту тему опубликовали ролик с тем, как вскоре должен начать выглядеть лесопарк лесоводов Башкортостана. И не весь лесопарк, а именно зоопарк на его территории, который все-таки решили построить на базе того зверинца, который там существует многие годы. В проекте, таком, знаете ли, масштабном проекте, если верить опубликованному видеоролику, предусмотрены амфитеатр, бассейн, копия водопада Гадельша. То есть целый ряд достопримечательностей они обещают. Заключение экспертизы по проекту ожидается только в 2026 году. Источники финансирования пока не определены при всем при этом. Все это, конечно, любопытно наблюдать. Я думаю, что вы тоже посмотрели, да, этот ролик у нас, который мы вам смогли показать. А вот кто это будет оплачивать, остается пока загадкой. Ну, как говорится, поживем, увидим. Далее. А что далее? А далее все. Новости у нас закончились. Смотрите-ка. Новости к этому часу закончились. Будем закругляться постепенно. Опять же, день непростой, день тяжелый с точки зрения ощущений. Это 3-я годовщина. Казалось бы, что даже в самых пессимистичных фантазиях вот в тот момент не казалось, что так долго это все будет продолжаться. Да, было непонятно, к чему это приведет, во что выльется, но в первые месяцы события все-таки развивались как-то более стремительно. Знаете, я помню из своего круга таких оптимистов, которые говорили, ну, к Новому году точно все закончится, причем закончится наилучшим образом, ну, с точки зрения здравомыслящих людей. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что такое наилучший способ или образ. Но я, например, таким оптимистом не был, и в том числе поэтому был вынужден как раз-таки принять решение о переезде. Особенно, когда дали для этого очередной уже железобетонный аргумент и повод в виде так называемой частичной мобилизации, стартовавшей 21 сентября 2022 года. То есть тогда плотность событий была намного выше. Сейчас, если говорить про, собственно, военную составляющую, все гораздо предсказуемее, что ли. Опять же, как бы это ни звучало кощунственно, и вся надежда на все-таки геополитические процессы, которые стартовали такие на международной арене. Хотя я думаю, что вы здесь со мной согласитесь, и к этим процессам огромное количество вопросов. И есть очень серьезные сомнения, что выбранный способ замораживания конфликта окажется эффективным и долговременным. Есть к этому вопросы, есть определенные сомнения и скепсис. Прежде всего из-за той риторики, скажем так, которую выбрал глава американского государства Дональд Трамп, вновь избранный на этот пост. Хотите зоопарк, смотрите телевизор, пишет Нетворк. Зачем, да, тратить деньги на то, чтобы держать в неволе животных? Зоопарка хватает и на телевизионном экране. Согласен с вами абсолютно. Хотите цирк, смотрите Госдуму и правительство. Да, и далеко ходить не надо. Даже телевизор не нужен. Достаточно подписаться на телеграм-канал. Я вот, например, подписан на Соловьева, того самого Владимира. На большое количество каналов пропагандистских подписаться сложно. Ну, иначе как это выдержать? Ну, хоть что-то поглядывать же нужно, чтобы понимать, что они там преподносят, какие у них нарративы, в какой момент они начинают переобуваться, пересматривать методички. Это все очень любопытная информация к размышлению, для того, чтобы быть в курсе и для того, чтобы было о чем с вами в том числе разговаривать, дорогие друзья. Вот.
А то, что вы пишете, что даже 5 секунд не выдержите, подобного, я вас понимаю и не заставляю. И нет, я про себя. То есть моя задача быть подписанным на них, хотя бы на некоторых. Вас нет. Вот то, что вы смотрите нас и еще некоторые другие каналы и источники этого, более чем достаточно. Давайте мы, как говорится, на себя эту ужасную миссию будем брать для того, чтобы, опять же, просто фиксировать и делать адекватные выводы. Ну что ж, низкий поклон, дорогие друзья, за то, что вы здесь. Спасибо. Не забудьте про лайк, если вдруг кто-то еще забыл. Про комментарии также не забывайте. Мы продолжим свою работу, несмотря на все сложности. Каждый день по утрам в будни мы с вами, а в некоторые дни, я думаю, что 2-3 раза после утреннего эфира еще будут интервью на этой неделе. В общем, следите за анонсами, как обычно. Будьте здоровы, будьте осторожны и до встречи завтра. Хорошего дня, пока.